Сегодня второй день, как на 205-м избирательном участке жители Карбулака выражают свою гражданскую позицию. Решается судьба нового состава Госдумы, который будет принимать важные законы и федеральный бюджет. 3 дня голосования, по 3 бюллетеня и по 3 голоса у каждого избирателя. Со вчерашнего дня голосующие по 2 спискам выбирают депутатов Госдумы, а по 3-му – Народное собрание республики. С самого утра и с самого порога горожан ждут не только музыкальные подарки, но и противоковидные. После проверки правоохранителей, измерения температуры и обработки рук в зону голосования избиратели проходят с маленькими белыми пакетами. В них маска, перчатки и индивидуальная ручка. Соблюдая все требования, делает свой выбор житель Карбулака, правоохранитель в отставке Иса Абисаев. Каждый должен свой выбор сделать, голос для себя отдать. Нельзя сидеть дома, сложа руки, если решается вопрос. Вопрос-то, в принципе, решается государственный, народный вопрос. Это всех касается. На 205-м избирательном участке во второй день выборов многолюдно. Горожане осознают, интересы жителей региона будут представлять лидеры, которых определит их голос. Я в своем выборе уверен. Я проголосовал за светлое будущее нашей страны и многонациональной республики Ингушетия, за светлое будущее наших детей. Сегодня выходной. Это позволило выбирать будущих депутатов даже целыми семьями. Так Александр Азаров на избирательном участке в компании супруги Елены. Оба ждут от этих выборов позитивных изменений в жизни республики и в государстве в целом. Жду, что что-то изменится. И также призываю всех прийти и отдать свой голос, выполнить, как сказать, гражданский долг, проголосовать за кандидатов. Мы хотим, чтобы улучшения пошли и в России, и у нас в Ингушетии, чтобы у нас Ингушетия процветала. А Лидия Цурова на уике с внучками Луизой и Аминой галочку, конечно, поставила сама, а вот право опустить бюллетень в прозрачный ящик предоставила старшей внучке. Юных гостей участковая комиссия радует еще сладкими презентами. Первый раз привела на голосование, отголосовали. Ну, в общем, нам здесь понравилось. Смотрите, какие нам шоколадки еще дали. Спасибо большое. А что вам понравилось сегодня на участке? Что вам понравилось? Ну, подарки. Подарки. Самое, что детям еще надо. Еще голосовать понравилось. С пустыми руками члены комиссии не отпускают и голосующих впервые. Свой первый выбор депутатов делает сегодня Асет Кадзуева. Девушке только недавно исполнилось 18. Не сомневается, что голос каждого играет решающую роль на выборах. Чтобы у вас осталась память от голосования, чтобы вы дальше приходили и голосовали. Мы вам дарим вот такой памятный подарок. Хочу всем пожелать удачи, всем нашим кандидатам. Честно, я выбор сделала уверенно. Вообще даже не задумывалась. Уже заранее планировала сделать, уже был у меня свой выбор. Всего на 205-м избирательном участке зарегистрировано 2690 избирателей. Явкой голосующих здесь довольны. Отмечают, среди голосующих много молодых мам. Но еще больше посетителей ожидают в основной день голосования. Мы думаем, что до конца 3-го дня голосования, что все 100 или 95, в крайнем случае, у нас проголосуют. Люди идут очень охотно, с семьями идут. Мы очень довольны, очень легко работать. Для проведения выборной кампании у вас созданы все условия? Абсолютно все условия созданы, все предусмотрено, и никаких проблем у нас нет. А на 208-м избирательном участке только за первый день проголосовало более 250 людей. А сегодня с 8 утра эта цифра начала активно расти. В числе голосующих во второй день Мадина Янарсанова. Рада, что на проведение этих выборов дали 3 дня. Из-за работы у нее не получилось бы посетить участок в основной день. Я считаю, мой голос тоже важен, поэтому я прихожу. Вот. Достойный Волжь. Что ж, мы яхждок, хаштыш, куачиш дедолш, телевизор, ахейшаш, хан хозвейла душ, я штходи хояр, яхш, хан ходолш, сан дорогейший хаштыш, куачиш, халвейниш, вейнберки пиболш, халвей харжаш, а сын достойный вы анхит что-то сайт. Конечно, нелегко приходится членам комиссии. Они должны принимать избирателей в полной экипировке с 8 утра до 8 вечера. Тем не менее, ради личной и чужой безопасности готовы соблюдать все требования.
Людей много, мы не устали, мы очень рады, что люди проявляют гражданскую позицию, приходят, голосуют. Нам только в радость. Сами вы голосовали? Да, конечно, в первый день проголосовали, проявили свою гражданскую позицию. В режиме прямого эфира организована видеотрансляция на участках. Вся информация об активности избирателей передается в ТИК города. Ну а за соблюдением всех правил выборной кампании на этом УИКе следят наблюдатели от 2 партий. Выборы проходят очень хорошо. Организации на высшем уровне. Все организовано хорошо, весело, интересно и очень привлекательно. Нарушений никаких не было, нету. 208-й избирательный участок открытый на базе 3-й школы города. Ко встрече голосующих учащиеся подготовили стенд с рисунками на тему осенних выборов 2021-го. Всего здесь зарегистрирован 2531 избиратель. Вчерашний день вообще был исключением. Мы не ожидали такого наплыва. Наш участок вообще не отдыхала избирательная комиссия. Постоянно народ шел. Мы даже удивились. Вот такое ожидание, что ли, у людей, связанное с будущим. Приходили и даже нас агитировали, что надо всем ходить на выборы. Всего в Карабулаке голосующих принимают на 8 избирательных участках. И безопасность на этих выборах во главе угла. Все УИКи обеспечены достаточным запасом средств защиты. Ну а главный и основной день голосования обещают пройти шумно и весело. Участковые комиссии и местная администрация намерены порадовать избирателей яркими номерами. Диана Дударова, Магомед Дидигов. Новости 24.